можно коротко. Дал гештолцин, Бимбулат, Богатырев. Дал гештол. Диксек говорит, я у него несколько раз бывал, еще в те времена, когда гонения были. Ты, наверное, помнишь, как у нас в политике появился. Ты же в политике участвовал намного раньше Бимбулата Богатырева. А многие несколько слов расскажи. Вот как это было, что это было? Ну, мы с Бимбулатом Богатыревым давно знакомы были. До этого его жена работала со мной вместе в второй горбольнице. У них семейные были проблемы и так далее. Во-первых, запомните высказывание Вашингтона, Америки, президента. Он говорил, революцию задумывают гении, осуществляют фанаты, а пользуются плодами революции проходимцы. Вот ответ на ваш вопрос. Руслан своего рода не был проходимцем, кстати. Он был использован. Он сам не рвался во власть. Он был использован как с точки зрения Москвы, как наиболее подходящий, и с точки зрения Галатов, Осетии, как наиболее подходящий для этой конкретной ситуации. Они говорили, что Бимбулат, мы предлагали Бимбулат все, он не уступчив, а ситуация не позволяет. Так он не хотел отказываться от пригородного района. Да. Он не уступчив. И правильно делал, какая бы ситуация, да. Если меня... Его отклонили, там Сайдарова тоже отклонили, многих отклонили. Просили Осетина Руслана, почему он учился, у них были военные друзья, друзья. И еще одна деталь очень важная. Руслан был против государственности Ингушетии. Он говорил, что мы не должны отделяться от чеченцев. Чеченцы большая нация, да, мы единый народ. Хороший лидер. Да, мы это было. Единый народ. Вот. Дудаев, ну, не гениальный, но способный руководитель, мы не должны отделяться. И был, когда в 91 году, 30 ноября, референдум. И о создании государства. Да, референдум был. Согласие государственности, там, пригородный район, то-то. О согласии находиться в составе РСФСР. 97% ингушей не только они провели, молодцы организаторы. Кстати, руководил этим Пуштовиков Юзупович, руководил. 97% высказались за республику отдельно и так далее. Так вот, в этот день в Доме культуры, вот электрицит, тогда он был здесь, где сейчас фабрика, завод, этот базар, собрались 5 генералов ингушской национальности: Султыгов Магомед, генерал юстиции Иса Костоев, Асканов, генерал авиации Тищоев. В общем, 5 их было. И, значит, Султыгов, Асканов, Тищоев, Ауш, Руслан. Вот, 5 человек. Вот они все решали, как раз под руководством Ауша был руководитель. И тогда там Руслан сказал, мы не позволим вот до применения силы. И были на одном участке перестрелки. Мы не позволим созданию Ингушской республики. Да. Я просто знаю это. Да, сегодня кто это поверит? Кто поверит, глядя вот так друг другу в глаза? Ну, Руслан как военный, он военный, прежде всего. Он был честный, он говорил все честно, правильно. Патриот был, я его отца знал, его знал лично. Но ошибался, как всякий, он военный. Это не его сфера была идеология, не его сфера. Его использовали. Вот именно использовали, зная вот такие вот слова. Поэтому он подписывал все указы, которые писал Галасов. Одобрение Ельцина. Вот. И вот для чего вот его эта ситуация тогда. Вот я хочу еще Руслана все-таки закончить свое мнение о нем. Он был честный, кстати, не глупый, но смелый военный, он не был, конечно, гражданским руководителем. Вот. И вот когда вот восстанавливался, на него силу психологически его это влияли, это его знакомые, друзья, знакомые, было видно по всем параметрам, как он расставлял кадры. Но среди них кадровой работы вообще не было. Удачный, вот Гуцериев. Он много было, не быть не могло. Начало всегда бывает тяжелое. Да, тяжелое. Но если ты начинаешь с того, какое у меня мнение, аз Иса Гахатас, Бимбулата Гахатас, просто заснять не успел, да, где столбцы. Ази Ахмад Ви,
شي نوكوس إيرن سوما وقاجو إيش بق بيز بدي إيرن سوما وقا تبش عتيتا لا وقا سبيسلوش سكنانيات هات إيش كسوانج وخا ويبال داكوت برشا سر أنخو بيرجي موجودش хозяйка лежит. Аж сюда дышит. Чьи последние 400 рублей с книжки сняли, аж неизвестно, будешь холжа. Динул дышас.